Друг, когда вы встречаете праведника, вы можете внимательно посмотреть на него и сказать: «Бог, благодарю за благословение, которое Господь даровал ему». Вам хорошо бы поговорить, чтобы лучше познакомиться, поскольку этот человек – праведник, исполнитель слова. И даже спросить: «Брат, каким будет сегодняшнее откровение?» Библия гласит в притчах 10:6, что благословение существует на голове праведника. Уста же беззаконных загородит насилие. Того брата, который, к сожалению, нам уже не брат, который поступает неправильно, лжет, оступается. Брат мой, его ждет только насилие. Если вы попросите у него особое слово, вы испытаете только насилие. Посмотрите на благословленного праведника. Уже 6 месяцев я не мог ходить. Я ездил в инвалидном кресле. Сейчас я прохожу физиотерапию. У меня очень болела стопа. Я сильно хромал. А теперь боль прошла. Прошла боль в стопе? Слава Богу. Вы пришли на 2 костылях? Да, на 2 костылях. Как вы шли сюда сегодня? Мне было очень трудно ходить. Как вы шли на костылях? Мне было очень трудно. Покажите в точности, так? Да. Теперь положите их на плечо. Как вас зовут? Ванилдо. Ванилда, Белеза. идите во имя Иисуса, брат мой. Идите, Ванилда, идите, Ванилда. Смотрите, как замечательно. Это Иисус. Теперь я хочу помолиться с вами. Отец, Твое Слово просто прекрасно. Твое Слово пробуждает нас, поднимает нас, ведет нас к исполнению Твоей воли. И, Бог, я объединяю свою веру с верой всех тех людей, которые сейчас молятся со мной. Я обличаю это зло и говорю: зло, выйди из этого человека, убирайся во имя Иисуса. А вы скажите: благодарю, Бог, я верю. Победа за вами.